Здравствуйте, меня зовут Турсунова Вера Николаевна. Я специалист молодежного ресурсного центра поселка Осакаровка. Я любила сцену, но у меня не получилось. Я выбрала все-таки, искала и выбрала сферу в молодежном ресурсном центре с поддержкой моих близких, друзей. Молодому поколению желаю искать себя, не останавливаться, креативить, у вас все получится. Здравствуйте, меня зовут Турсунова Вера Николаевна. Я специалист молодежного ресурсного центра поселка Осакаровка. Я родилась в поселке Осакаровка. До 5 класса я жила в селе Маржанколь. После 5 класса мы переехали снова в Осакаровку, получается, с родными по семейным обстоятельствам. И я свою учебу продолжила с 5 класса по 9 класс в поселке Осакаровка. Моя школьная жизнь проходила очень активно. Я участвовала в различных мероприятиях, спортивных мероприятиях. Также меня поддерживали наши учителя, постоянно звали на всякие конкурсы участвовать. Так я развивалась. Я владею как и на русском, так и на казахском, потому что у меня папа русский, мама казашка. Большую часть я росла на стороне мамы, можно так сказать, и поэтому более предпочитаю казахские традиции. Мои родители, они с детства меня поддерживали. Я у них не одна, нас в семье 10, поэтому, как сказать по-казахски, они меня дома называли Еркитай. По сей день меня все так называют. И, мен в меру ерке болып өстім. Вот. Так как в наши годы были времена не сильно такие, немного было возможностей, как бы нас воспитывали нормально, так скажем. Еще хочу сказать, что, наверное, большую роль в моей жизни играл мой папа. Он тот человек, который мне дал настоящую отцовскую любовь. По сей день меня поддерживает и не знаю, мои родители, они как энергия. Выходя из дома, приходя в дом, видя их, слыша их слова, у меня появляется какая-то энергия, даже когда я прихожу усталая после работы. Вот. В школе я часто участвовала в разных соревнованиях. Мы ездили также по волейболу, также по баскетболу. Также я участвовала в конкурсе по казахскому языку, заняла 1 место в области. С детства я вообще мечтала стать певицей, но я любила сцену, но у меня не получилось. Но я все равно искала себе такую сферу работы, даже, можно сказать, где можно участвовать на сцене, выступать и так далее. И я нашла эту работу. После 9 класса я переехала в Караганду и поступила в Карагандинский гуманитарный колледж на профессию воспитатель. Я не работаю по своей специальности, так как по некоторым обстоятельствам так сложилось. Я выбрала все-таки, искала и выбрала сферу в молодежном ресурсном центре с поддержкой моих близких, друзей. Они мне дали какую-то мотивацию идти на эту работу, сказали, это твое, ты можешь. Также во многом по сей день хочу даже сказать спасибо своим коллегам, которые меня поддерживают. Они прям душеньки такие. Так как в студенческие годы мне не пришлось жить в общежитии, я не сильно почувствовала эту студенческую жизнь, наверное, но все-таки думаю, что те студенты, которые
жили в общежитии, которые саморазвивались, они очень сильные люди. Просто в силу того, что мои близкие переживали всегда за меня и так далее, не разрешали мне жить в общежитии. Предпочитали, что девушка должна дома жить вместе с родными. Но все равно студенческая жизнь — это и есть студенческая жизнь. Там есть и веселые моменты, есть и невеселые моменты. Молодому поколению желаю искать себя, не останавливаться, креативить. У вас все получится.